Ассаламу алейкум, здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя» в студии Ислам Ершов. И в начале выпуска коротко о главном. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с представителями регионального духовенства. Вместе с муфтием они подвели итоги деятельности Духовного управления мусульман Чеченской Республики в условиях пандемии. Рамзан Хаджи Кадыров объявил о структурных и кадровых изменениях в правительстве региона. На расширенном совещании обсудили эпидемиологическую ситуацию и другие вопросы социально-экономического развития. В Чеченской Республике функционирует 7 школ хафизов. Они признаны самыми образцовыми в мире. В одной из них побывала наша съемочная группа. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. الله دال دكتور يسقوات ونيز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وتقيمتنا الله دال كيحشن خلول يلسمني ديق الله حين ويالشه أقلات بقتح كور الله يشبوج بوخمش بيشبوج واحد عين خلبول دال دي بوش خلدل هم ديش خلبول بوسبناهن كيحشن يحون شابه الله دال يلسمني كور الله يشخلبول ناهن كيحشن يحون شايز يرسنو با صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. سوديل وزلور سياسمان شو غور ما وحشون باه بهمر صلى الله عليه وسلم. شيدك شوح مثقال ذرة لا كرلو خيل ولستج. بعرقو تسلوش بارم بوكيز. جيم بارم بوكيز. أقول شيدك شوح كرلو خيل ولستج. سوديل وزلور سياسمان شو غور ما وحشون باه تسوه. По завершению проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В правительстве Чеченской Республики и в городских администрациях произошли кадровые изменения. Их озвучил Рамзан Хаджи Кадыров на расширенном совещании. Обсудили также ситуацию с коронавирусом. Она стабильная и не вызывает никаких опасений. Однако в случае необходимости Минздрав готов развернуть больше 1000 коек. Обо всем по порядку в следующем материале. Каждый день ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике улучшается. Однако в случае необходимости здравоохранение региона готово к любой ситуации. Это подтверждают и итоги работы комиссии Национального медицинского исследовательского центра ФАПИ Минздрава России, которые специально приехали с проверкой по приглашению Рамзана Хаджи Кадырова. Сегодня мы беседовали по итогам их нахождения в республике. Они просят еще 2 дня на то, чтобы написать окончательно, так скажем, свое мнение, положить это на бумагу. Но на самом деле состав комиссии – это очень уважаемые люди. Это человек, который фактически с самого начала курировал борьбу с коронавирусной инфекцией по всей стране. И вопросы у них следующие. Первый вопрос, который возник у министра здравоохранения, когда вы были в поездке, на этот вопрос ответ четкий, ясный. У нас по ситуации на сегодняшний день всего лишь 30 человек на амбулаторном наблюдении, старше 60+. 267 не подтверждается. Рамзан Хаджи, единственное, у нас в декабре общее количество на пике было порядка 2000 больных амбулаторно. Тогда и в учреждении у нас лежало 1243 человека, да. Но вот параллельно с уменьшением числа больных в больницах уменьшается и число амбулаторных пациентов. И на сегодняшний день в больнице у нас лежит 89 человек и 30 человек у нас под наблюдением из тех, что старше 60 лет. То есть если даже мы их положим сейчас, будет 119, но никак не 738 коек, которые требуют. Поэтому они уверили меня, что справки отразят абсолютно отсутствие необходимости держать эти 738 коек. Они осмотрели, Рамзан Ахматович, все эти койки готовые.
и сказали, что они в таком состоянии, что в течение 2 часов просто включить аппаратуру. Да. 1100 мест у нас всегда готово. Да. Подкрыли, создали дополнительно. Да, ну вот их интересовало именно 738 коек, то есть ну, вот, даже больше. Подключить оборудование, и все это работает, поэтому в этом отношении у них вопросов нет. У них было пожелание, что вот на примере Чеченской Республики это как бы некий свет в конце туннеля в плане борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Вот. А по Российской Федерации на данный момент госпитализировано 120 тысяч человек. Получается так, что на нашу республику приходилось бы 1200 человек, если болели бы одинаково. То есть 1200 госпитализированных пациентов. В республике 126 свободных коек. Это 59%. Полным ходом идет вакцинация. Об этом доложил руководитель оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 Магомед Даудов. Почти 100 тысяч семей получили финансовую помощь от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова на сумму свыше $1 миллиард. В Чеченской Республике с 29 января 2020 года выявлено 11 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 111 случаев с летальным исходом. Выписаны в связи с выздоровлением 10 707 человек. За истекшие сутки получены положительные результаты от 13 человек. Итого на 1 марта 2021 года в республике всего 422 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день развернуто коек-мест в медицинской организации 215 единиц. Госпитализированных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 89 человек. Свободных коек 126 единиц или 59%. В Чеченскую Республику поступило 26 842 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Вакцинация проводится на базе 25 медицинских организаций. На сегодняшний день в республике против новой коронавирусной инфекции вакцинированы 22 077 человек. Привито на 1000 человек 23,8 человек. Из них старше 60 лет 1407 человек. Финансовую помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова получили 96 668 семей на общую сумму 1 миллиард 157 миллионов 575 тысяч рублей. Кроме того, более 450 тысяч семей получили от фонда 2 миллиона 569 тысяч 43 продуктовых набора, в том числе в регионах РФ 117 214 семей, а в зарубежных странах 42 967 семей. В правительстве республики и в муниципальных администрациях произошли кадровые перестановки. Так, на должность руководителя администрации, главы и правительства назначен Галас Таймасханов, занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. А Хасмагомеда Кадырова глава региона рекомендовал на должность мэра Грозного. Глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов назначен первым заместителем руководителя администрации, главы и правительства. Бывший проректор ЧАГУ Бекхан Сатуев станет министром экономического, территориального развития и торговли. Его кандидатура уже была согласована с парламентом. Главой Шалинского района рекомендован Руслан Айдамиров. Istjavano tupala svodi dušan kako on zamestitelj do administracije kako rajon особо контролятор решен да се нади тупала се до крайга основной шай проблем что я мусор да не решительно да частности города шали тига инвестиционно я проект что где да реализовать что мусим сужать в Москве начина и проект вовремя да город шали район да самый развитый еще istjavano Bomo samo na leto. Gorna teritorija doma. I tu Galinski, Šatovski rajon doma. Muslim še Avivica vina doma. Da se mi ne čuda doma. Samo je doma složni po rajonu, doma samo je doma hrst po rajonu, samo je razviti haliješ исторический, современный doma. Objekt što doma, muslim doma. Je po rajonu, haju doma, da vjetke je doma. A hajde doma djekad bikčer da on. Большинство показателей экономики возвращаются на доковидный уровень, а в некоторых отраслях рост не останавливался. О состоянии экономики, о реализации инвестиционных и национальных проектов доложил председатель правительства Муслим Хучиев. Социальные показатели на сегодняшний день стабилизируются, в том числе по рынку труда у нас безработица из-за пандемии 26,7%. Халяли на сегодняшний день эта цифра снизилась 17,5%.
делаем. Помимо этого, Рамзан Ахмадович, АЕЛ в плане ЦАНИ, утвердительном плане, а поручение ЦАНИ до 2024 года более 63 тысяч рабочих этих создателей. По 12 проектов, Рамзан Ахмадович, ушли на. У нас в 2021 году объем составляет финансов общий 20 миллиардов 246 миллионов 400 тысяч рублей. Кассовое исполнение на сегодняшний день составляет 524 миллиона рублей. Это более 3%. В 2021 году также запланировано строительство 209 объектов на сумму 13 миллиардов 181 миллион рублей. Также, Рамзан Ахмадович, на 2022-2023 годы выделено распоряжением правительства 400 миллионов рублей для разработки ПСД на 92 объектов с ориентировочной сметной стоимостью более 16 миллиардов рублей. Всеми мерами поддержки населения в 2020 году воспользовалось свыше 40 тысяч семей, более полумиллиона детей на общую сумму почти 28 миллиардов рублей. Из-за столько сумм поддержки, помимо этого, Рамзан Ахмадович, это бюджетная, что помимо этого фонду почти 100 тысяч страждающих получили денежные средства. Также 1 миллион сового продуктового набора, она ослина, дейрейскул, эманисивна, она и гоцахиларовые правительственные бюджеты, да еще штатели даже хинчах, а тем более при существующем дефиците бюджета. Это было невозможно точную помощь оказать населению. И мы можем говорить о результатах, которые по заболеваемости, низкой заболеваемости, тестируют охват, масочный режим обязательного характера, добровольного характера, именно и поддержка медикаментица, медицина, здравоохранение, система мы можем говорить о результатах, которые превышают все ожидания, скажем так, Минздрава России. В завершении встречи глава республики призвал усилить работу по всем направлениям и пожелал удачи новым назначенцам. Шамиль Арсанбиев, Аюб Шахидов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с представителями духовенства региона. В муфтияте собрались известные богословы, кади районов, имамы населенных пунктов. Глава республики поднял актуальные вопросы – вакцинация, работа с молодежью, противодействие экстремизму в сети интернет. Также от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Духовное управление мусульман получило 21 служебный автомобиль и 10 квартир. Подробно в следующем материале. В Чеченской Республике окончательно покончили с террористами, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. А тех, кто сбежал и спрятался, рано или поздно настигнет наказание. Сейчас проблема иная, как и во всем мире, коронавирусная инфекция. Хоть ситуация и стабилизировалась, вирус угрожает старшему поколению. Глава региона называет единственный путь спасения – вакцинация. Nizam larde do ya tash analiz don uçdu. Larde do da aşu nizam don. Mil paç hüçi don 170 7 it don paç halqı nahbar ki belki paç şey var de представитель var. Üşeveri diye mask var var don. Ve muhakabiye mask daya kana parara tucukar la masu da don iş yoş çalı çamet gaz para. İş din danash, ash diash Qur'an, ash din SPH don, askar don, Darwin, del job do eldon, dog diash do eldon. We ballich ka visan don, oza ittek don, vieztek bi wat visan don. Üç hor din şu halka din tijol bali don, mokş boş khalas bu. Hins hor din ballich var ko tek hol üçi don tijol balne başin qadi ta profilaktik chan don. Prost işte şu üç bu don. We tagamma ka hal don. نروح وحالات شوي حاول تقدر ده لو يخشى هي تبنيها بيقولش تاكنا دنيا تساعدش هينت يويخ بينبو هي تم ده لربا وقضي حالة شجاع ويقعد هينت لورل ده ليل دي بو داشنا هدون لورل دون ليل در دز دوك دون عام در دز دوي مفتي دوك ديشار دوك دون ديل علم عدال شولو دوشتو لورل علم دون ديل علم عدال شول دوشتو لور بوك دون هين vaccinated حين اج وقليش اول بوش سوبر ناخ دون ييت اج تسوي احسن ويعني الدنيا اصلا هو دنيا ان شاء الله سويش ترينين دو عشان هو وتشن دو اسوق ودي دو تشن دات بيلت اسكو كوردي دغادو دو استنيتنا يولع دين دون تشن هم ما تسهل تشن شي تاع سوشو دو اعتقد حقان حبلت يكاش حقان واقع دون
حنقية ما تجاه إزاي وناس بتموخل إنسان كيت دايريون يجيك أوج سبنا شنو هو مختش يقعدوا داسون يغبور ويزبرتني دون حضان ناخن أحبوبي بوحيران دون أيس دير دوتش ديك استدنك أسناخ المويد أيس ديش دوتش أنا ديك دون اسمه دوت أمل درخ أيس ديش دوتش دون جيت على أصلا. Российская вакцина получила признание во всем мире. Люди в других регионах страны выстраиваются в очереди, чтобы получить ее. А безопасность доказана испытаниями. В период пандемии именно представители духовенства республики, рискуя собственными жизнями, выполняли религиозные предписания по захоронению погибших, следили за соблюдением мер безопасности. Рамзан Хаджи Кадыров выразил им благодарность за такой труд. دائما سندون وقلي خلد من بوشتك دون أيضا شناهم دو ديش شناهم دون داش تقبل ليش وردون تول دون خلهم سعداس خلهم تير دون أش حديث راح دون يوقي على وش بوي شيء موشل دون شيء سجت مت بوش دون دقنا عوارض ما يتعدون يرتاح تيزيت شيء تيبا نح شيء شرنا بيه عي متك بوش يشوش دون ويل شللا خل دون دعوة دربوه دون بما بيز بيشوش تو بعرضن زام أنشخين أشرك دولك دون تونس الماخش بو Каждый богослов должен стать примером для подражания, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров, начиная с внешнего вида и заканчивая образом жизни. Работу с населением нужно усилить, активизироваться в сети интернет, зазывать людей в мечети. В этом году открыто 11 мечетей, строится еще 77. Такого в истории чеченского народа еще не было. ومش عادو شو ده هيتس كمنش بياكي بوروي ده ليلن بياكي وروي ستالن بياكي وروي ده لو مش باش دون تغن دون عيد لو دون لرديش شريعة أطبخ قرآن سنة لرديش ده داش دون هتقول مفتي دون ده دقوا أول ده حاجة دون والله صلاح لو ولي دون خذ خلق دون مرزو بيزم دون مسنا وقل بيا بيز دون بعمل بيوش شيء ده مفتي وروي عجبيرس دون سمو دوري هو مفتي وروي عجبان Wat dat zie je dan, moest je maar delen dan. Als je de deel dat eerlijks dan. Als je deel dat eerlijks zal je, maar zelf dat is dan. Away dan, maar dat ze je dan, eeuwig doen, hoe man doorloopt ze door, taamaat ze hol, klopt skip ze hol dan. Dan die aan de te gaan, weet je aan was dan. Helemaal ook die halen dan, schaar dan, je de gaz zijn, moest je maar heel die stad dan, moest je maar. We kijken naar internet zoals moet dan. Toen de kreeg dan lokpola, toen internet jabal besh, شيء زام ولا تعقلويز. يرد إمام ولا toen شيء إتسرع دانه، وقوانك ولا دان، toen شيء زام قلويز دان. فماشتك هو تعقلويز internet jabal besh. شيء يرد عواجه حدود تيا، كيش على حدود تيا دان. شاول تجا صوت سيد شاول. internet شاول شاول جدان، إتشال دور شو. هو الناس شيء إتشوه دانه. بوخ بيش تقلبيز شا ماجقع بيش بوخ قلبيز وماجقش داس لدوق دار وبيرز كان دينا عروز من دارش عن دان شق دلم مات وين دان وهوشر دان إتصو ماجق ديلا وين دان سايت دي نوجه سايت ماجق ديلا وين هوشر في ديش دو ماجقش دان مفتي صور يرتع بولجار حوزة عجة هو بلغل داخل شو دقابة بلغل داخل متاع موسو متاع ديش ماجق قوز وريت دشتو قوز ريت ماجق دو مخع ديش تادي شو ماجيك شلون؟ أنا قديش إشتوى عمل عبادة شلون؟ أنا قديش شلون؟ وإيش ماجيك شلون؟ قديش ماجيك شلون؟ Муфтий республики Салах Хаджи Межиев выразил благодарность Рамзану Хаджи Кадырову за внимание духовенству и за постоянную заботу о населении. يورت يحيو مصر بوسوب نية راحونا بزغ الوداغ ديري إن عليه الصلاة والسلام وأستاذ حاجة أولي أشريز غيل ألاتهم أجر حلقة مصر هم أنا أعمل دي نوشتو شمان شايدنش بعد آخر أبقى يموخ تنبر يرموحك أنبالغ كالعرباقر أحق نوشتو إذا
وي صوت يشولش أحمو سقتنا أحمو قاعدنا دين عبيسنا هو تحسد توم شغله ألشي وانا دقة موخية ترى تحسد دقلنا ألشي وانا دقة موخية ترى إذا فوشلو هاي شو سجن بوخم برشتن أستيبن شو خانسنا خل شو خل لينا خل لوش بواعز عن حقام ديزي بقولة حيقوم هذيك دلو شويلا إذا وين فوشلو وين حبل هو قويشلو عليه لوشلو شو ده قويشلو حنية ديل بعثة اللح عليه لوش ده عدوش ده درجية عدد سمت ستامبولش عمل ستامبولش ديل بعثة اللح هر وين حبوش بوش بول ير بول يديك بول يرتولمش شوي باهر بول ساعة وياسر بس لوش ده بيركب دول هنا عامل لي لوش شو В исламе особое место отведено медицине. Верующие обязаны слушаться врачей для сохранения жизни и здоровья. Глава региона призывает богословов донести до населения достоверную информацию о вакцинации, ее безопасность и необходимость, позиция врачей. وصو متعودان إذا تعرف يلي حلقة تون يدوق expectation نساعده حلقة دو دارت ربوتي حياة شلون شيء دائما داله برداشت أو ما يرسي عدان يوقت سين هيدي يشو أسايد أشايد وسرايد يزدان إذا بقي كان شو حبول كان دانه وين جينا إنترنت جيال يودان هر هوني عادي نقلشون هين هر دقایقشون هین هر هين وقتینوی هونی عادی کلی اسبوعیو باز يروح اللي حال سو زلم دير دوش خلي حال سينان يوتر ياسر لو إيول بتاح يتنهي دون ملخان دايال دون يسيب متابعة دون الحمد لله دايال دون دايال دون خنان دون الحمد لله تعال قريب تقيت تعال لذر تقيت تعال حكومات تقيل دون دكزات من الدنيا شوع رسيس كي وقت سين وقدك نقول دكزات الدخل أزلاس شو دير دون الشيخية مشكح الشاشة بريمير جوتشة يجي شيء مقشلين ديك دقة يبتدي بلد نقول تسن ساعات كيس غلظر خلاح غلظر عايش نقول تسن دانا تات إحيي وتستهول ساعات ديغل إيشن بوتستهول تسن دير يخيل واتشو الحمد لله دال خاصة مقصود دار والله بنا أتجحت واتيز الناس. Рамзан Хаджи Кадыров передал Духовному управлению мусульман подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это 21 автомобиль и 10 квартир в высотном комплексе Грозный-Сити для служебного использования. إذا شيء دين ديزردو شيء كير عدين خلردو شيء عدالة خلردو أق نية إن خلردو أق حباركن بوش ديش ناقة بوسوب ناقة مسار السنديل رئيس خيلا بوخ ويمخسرخ Автомобили будут находиться в пользовании у кадиев районов, а в квартирах будут размещать исламских ученых-богословов, периодически приезжающих в республику из других стран для распространения знаний. Шамиль Эрсанбиев, Моусар Даудов, Салман Усманов. Неделя. Глава региона провел совещание с муфтием. Салах Хаджи Межиев рассказал об итогах поездки в Сирию. В частности, про восстановление двух старинных святынь – мечети Халида ибн Валида в городе Хомс и мечети Амиядов. Первая была восстановлена и открыта в прошлом году. Сейчас, по просьбам жителей, там ведется расширение территорий для молящихся. Вторая мечеть была полностью разрушена. Она находится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому процесс восстановления более сложный. И тодинак и Нурудин Занки ой поймал салатун кога бартяхна бог подкопин хар мамсур суд сухентиню хар да основание шайтни ша бухума юлин яқайтиню он магурри дерриги чур дерриг дага дин жо халықтин дуохиндар дала хар 2017 году хар он магурри ша дегва эттер тун аскол қиетаз лазуз меткиоч هر تهان لیسو هر دیل ایت مسا هر ستر نش
حال هايرو سترنا تير تخوبل متر قوبنش مصوما توين شقيلا سوچو توش بولكوش ويزا كزات بين حبينا بيلجع بيتنا دوخ ستوما بولش سوچو بمегер боч قي ишт аналогически قبيرة боч. В конце встречи Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил муфтия за решение организационных вопросов по восстановлению святынь Сирии. Также глава Чеченской Республики выразил признательность президенту регионального общественного фонда Аймане Кадыровой за огромный вклад в возрождение мечетей Хомса и Алеппо. Глава Чеченской Республики провел выездное совещание в Ножаюртовском районе. На встрече обсудили проблемы и перспективы развития муниципалитета. Здесь ведется прокладка новых сетей водоснабжения, которая обеспечит водой 30 населенных пунктов. Об этом Рамзану Хаджи Кадырову доложил глава района Асланбек Музураев. Горной территории республики развитие внимание Ножюртовский, Виденский, Шаройский, Шатойский, Тумкалинский, Кельня, Нашха, Ножюртовский район, Бена, туристический маршрут, Халбекч, гостиницы, Садамет, Белгоякш, Белашпинировый, Белахтаму, Бишпоснабек, Куда Леренду, Таган Хошер, острые проблемы в районе, кратко должно. Минэкономики или мосометр хазисих комиссии шокич проверка еш лат модел инвестиции ешью я тут ахад дик даже сунсейна итلقوا انه يستشكروا ربوع دادغلو دول даже речь доч дик он حلو شغل بتاع جنه دو نقطي دقة تكن شيوخ شي تبردولستني فيرم بجن قاب وكوتم قاب Мосо агор истябеш бохбу дик табуч бу дел етем варези дош. Туристические направления ход таяган баста маадна хай каждый день почти объектка хуш душ дук инзрия докториш бахки дук хайши бахки татжалب شدر بتاني اتحدكاتي هقع ايش داي وش داي بوش تخين максимально استح اسرنات يلوش اسرنات يش كاتشستوا كومفورت وانجن خليت غير بوخ باش تدا مولا دا بينو تريفل هو كورسي ورش دقابل الحلبة كان يشبول يوم قاعد صح يق خذ أبيهم يش تورستيسكي направление كتوك برج وشتي دومي كواج شيء من توريزم مسلم سنلاديتنا маршрут مشين يقضي ежедневно حلوش за погодные условия галерча цейса вышт то дополнительно халбал больше турист бу в дальнейшем привлекать беш бу дука турист за пандемией бахандош тажим قال لي قطعة مزيد زود شوكولاتني فكندتني собрать яши قي البحكن ارحل инвестиш برضو соглашение юридические основания ёж церти соглашение пандемия ёж أحداث رزق هنا ومكان أماننا وانكج الله يا الأحمد عجيد عوازف أبل دولتن تار دقنا دقة فينانس ويبومشي ماتريالني برودكتو ودواتي سيتشي سليشنم أدمن زرس أخجا دويش أحدقة أخجنش دايتي دال ساغا دويل دال ديجنز بيقن بويل هون ديستويتلنا هوري أون هو أور تعاهم بوخسلوش أحدق ونقش الله دي Также обсудили вопрос обеспечения безопасности и общественного порядка в Ножаюртовском районе. Начальник ОМВД Мурат Челаев рассказал, что в районе наблюдается спокойная криминогенная обстановка. В конце встречи глава района выразил благодарность президенту регионального общественного фонда Аймане Несиевне Кадыровой за помощь, оказанную жителям района во время пандемии. Чеченскую республику с рабочим визитом посетила Елена Мильская, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Она провела встречу с Рамзаном Хаджи Кадыровым, в ходе которой им презентовали учебные материалы проекта «Найти ребенка». Это комплексная обучающая программа для волонтеров, основным партнером в разработке которой выступает Российский университет спецназа. А сам проект планируется внедрить во всей стране. Проект «Найти ребенка» – победитель конкурса Фонда президентских грантов. Он создан в рамках соглашения между Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и правительством Чеченской Республики. Главе региона и председателю попечительского совета Национального центра представили программу. Она была разработана на базе Российского университета спецназа, который является основным партнером проекта. 3 года назад было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Чеченской Республики и вашим центром. За эти 3 года действительно, вот я хочу сказать, проделана огромная работа. Огромная работа
по повышению качества обучения волонтеров, по улучшению качества уровня их работы. Неоднократно по поручению Рамзана Ахматовича мы выезжали совместно с вашими коллегами в различные регионы нашей страны, где принимали участие и в учениях, и в обучении волонтеров, руководителей поисково-спасательных отрядов. И эта работа у нас ведется постоянно. Кроме этого, неоднократно уже ваши волонтеры приезжали к нам в центр, и если вы помните, Рамзан Ахматович лично приезжал на вручение одной из партий волонтеров, поэтому тут работа действительно у нас кипит. Целью нашего проекта, который вот сейчас мы реализовали, было повышение уровня знаний и практических навыков волонтеров-участников поисково-спасательных операций по розыску пропавших детей. В рамках этого проекта была действительно проделана колоссальная работа, которая сейчас находится перед вами, и эта работа, она по договору, сама работа превысила в 89 раз то, что мы должны были сделать. Изначально мы должны были сделать всего лишь 20 видеофильмов общей протяженностью 150 минут. Мы сделали 160 видеофильмов, каждый протяженностью 50 минут. То есть мы сделали порядка 6000 минут только одного видеоматериала, видеоурока. Учебные материалы разделены на 5 основных блоков. Техника группового передвижения, выживание в условиях дикой природы, выработка системы оповещения волонтеров, правила организации связи. Программа также позволит сплотить волонтеров и руководителей поисково-спасательных отрядов из разных городов России. Мы работаем с разными категориями, то есть военными, спецназ, различных направлений, мы знаем, как с ними работать. Мы знаем, как работать с спортсменами, взаимодействуя с нашим министром спорта и используя наши объекты спортивные. Мы знаем, как спортивные программы реализовывать. Но здесь это волонтеры. А волонтер – это социально активный граждан, который хочет помочь спасти ребенка. Он может быть кем угодно. И ему надо объяснить так, чтобы он действительно свое желание реализовал и нашел ребенка, а не потерялся сам, чтобы он мог организовать этот поиск. То есть нам нужно было эту программу написать доступным языком для любого человека, который живет в нашей стране. При этом программа создана таким образом, что она позволяет организовывать поиск и искать детей абсолютно в любом регионе нашей страны, начиная от Калининграда, заканчивая Дальним Востоком. И при этом в любое время года. Рамзан Хаджикадыров отметил труд Елены Мильской. Она внесла большой вклад в работу помощи пропавшим и пострадавшим детям. Благодаря кому мы это пришли, это Елена Игоревна, когда она приехала в республику, когда в Дагестане потерялся ребенок, ребята выехали, помощь оказать. С этого дня эта идея зародилась. Спасибо Елене Игоревне за то, что она дала нам такую идею для того, чтобы найти и последующие организовывать масштабные поиски. На самом деле, когда реальная ситуация возникает, то бывает сложно. Курс будет открыт для волонтеров с разными навыками, для новичков, опытных волонтеров и руководителей региональных поисково-спасательных отрядов. Программа позволит спасти тысячи детей, которые оказались в опасности. Работа без поддержки Рамзана Хаджикадырова была бы невозможна, отметил помощник главы региона по силовому блоку Даниил Мартынов. Благодаря вашей поддержке и вашему вниманию постоянному нам удалось реализовать этот проект. Это я говорю, положа руку на сердце. Да. Вы сами это прекрасно знаете, что Рамзан Ахматович когда мы начали это делать, если делаете до конца. Это президентский грант, и вы должны его сделать на 200%. От сердца, от души, Рамзан Ахматович, спасибо вам большое. Не могу сказать, что мы такого не ожидали. На самом деле, что происходит в республике и что касается вас, Рамзан Ахматович, это выполняется не то, что на 100%, на 5 с плюсом, на 200%. Я вам очень благодарна за то, что вы так организовали работу в своем регионе. Я уверена, потому что это самый активный, самый эталонный регион, в котором происходит чудесное превращение идеи в дело. Вот на сегодняшний момент мы получили такой продукт, плоды которого мы увидим с вами через годы. Вот эта забота о поколении, это и есть забота о молодежи, это и есть забота о будущем. Потому что то, что мы сейчас закладываем, потом мы оставим нашим детям. И это происходит именно здесь, в Чеченской Республике. Даниил Мартынов вручил первые экземпляры пособий Рамзану Хаджикадырову и Елене Мильской. Глава региона выразил благодарность всем участникам. Особенно отметили старшего инструктора Российского университета спецназа Владимира Саценко. Самый большой балдет на старте. Это вообще... Все ребята в регионах, которые приходят, они понимают, что где-то недоучились. Понимаете, вот и поэтому инструктора у нас все знают Петровича. Петрович воспитывает новое поколение. Именно. Это наш стержень. За вклад в социальную защиту детей Елена Мильская получила благодарственное письмо главы Чеченской Республики.
Спасибо, Рамзан. Спасибо вам большое за все, за поддержку, за понимание, за то, что вы сделали у нас, в России в целом. Мы всегда готовы для блага народа, государства служить и служить. Спасибо большое. В рамках проекта «Найти ребенка» в 2021 году планируется проведение учений волонтеров Национального центра помощи детям в 4 федеральных округах Российской Федерации. Изабелла Хамурадова и Салман Усманов. Неделя. Грозный посетила известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. Пригласил ее сам глава региона и министр здравоохранения. В аэропорту гостю встретил Ильхам Сулейманов. Первым делом она посетила медучреждение. Елена Малышева смогла лично оценить качество работы чеченских медиков. Министр здравоохранения Чеченской Республики Ильхам Сулейманов и сами сотрудники скорой рассказали, как работали в самый разгар пандемии и как оперативно решались все проблемы. Также Елена Малышева встретилась с главой республики. Рамзан Хаджи Кадыров рассказал о развитии здравоохранения в регионе. Гостья смогла увидеть работу нескольких медучреждений и высоко оценила подготовку чеченских врачей. Телеведущая отметила, что поддерживает отмену обязательного ношения масок. Попала я к вам совершенно случайно, потому что в тот день, когда все написали, что вы отменили масочный режим, но мы все думаем, ну вообще какие молодцы, нету слов никаких. Потому что с научной точки зрения это правильно. Но дальше я шла по своему медицинскому центру, сидела 2 человека, как выяснилось, из Чечни. И женщина, муж и жена. И женщина говорит, пожалуйста, запишите какое-нибудь пожелание на мобильник. И я в мыслях о Чечне говорю, ну что сказать, вы отменили масочный режим. Чечня впереди планеты всей, мы вам все завидуем. Я приехала бы просто к вам, не знаю, как хочу. И на следующий день мне присылает письмо министр. Ваш ролик ходит по Чечне, мы вас ждем, приезжайте. И вот так совершенно случайно я к вам приехала. Елена Малышева с восхищением отозвалась о восстановленной столице, о культуре и национальной кухне. К завершению встречи Малышева поблагодарила Рамзана Хаджи Кадырова за теплый прием. Она пообещала посетить республику еще раз. Рамзан Ахматович, спасибо вам за такой стол прекрасный. Я очень-очень тронута вашим личным приемом, искренне. Поклоны, самые нежные слова любви и самые добрые пожелания вашей маме. Я искренне жалею, что я ее не увидела. Это самые мои любимые зрители. Они действительно смотрят и действительно любят. Рамзан Хаджи Кадыров побывал на месте, где планируется строительство новой автотрассы. Она соединит объездные дороги Аргуна и Гудурмеса и увеличит пропускную способность. Глава региона дал поручение министру автомобильных дорог Абубакару Тумхаджиеву подготовить подробную схему дороги с указанием протяженности и развязок. Абубакар Тумхаджиев доложил, что масштаб ремонта и строительства в высокогорном Галанчошском районе за 2020 и 2021 годы составит 111 километров. Также продолжается реконструкция трассы Серноводск-Грозный, которая станет короче, современнее и удобнее. Рамзан Хаджи Кадыров провел встречу с министром Чеченской Республики по туризму. Муслим Байтазиев отметил, что 2020 год был сложным для реализации каких-либо высоких целей. Несмотря на это, республика сумела войти в список регионов, которым удалось сохранить туристический поток. 2 проекта получили поддержку от правительства Российской Федерации. Это приобретение транспорта для инвалидов и создание нового направления экотуризма – глэмпинга. За 3 месяца 2020 года мы показывали самые высокие темпы по Российской Федерации. У нас было плюс 65% российских туристов и плюс 16,5% иностранных туристов. Естественно, во время пандемии был некий спад, но благодаря вашим усилиям и усилиям оперштаба, на самом деле, то, что в краткие сроки были предприняты все необходимые меры, Чеченская Республика вошла в топ-20 регионов, которые сохранила туриста. Это было признано именно национальным рейтингом. И в этом же рейтинге уже в этом году мы поднялись на 10 позиций и теперь занимаем среднюю позицию, так называемый крепкий профи. Внутренний туризм, это самое необходимое. И в конце концов научились отдыхать. Вот Сумичуачи, Отенгуачи, Ламанс, исторический объект Чолчева, Улавель, Хашир, Шоудамель, из настоящего
мира, там, искусственный мир, и до того, что энергетику, дальше ты можешь спокойно работать, а полностью muslim da hein digital da staan het hoger hein gusto da man sin ahson pismen video do don yazina hara وش حلقه ضد ولا ليه ويقول توريزم هذا حقيقي دون إذا حن hoger دون وين دقي أبيك شوية سموسة ويا لا دون yazina هذا دون هيك ضروري поручение дона. В Чеченской Республике уже разработано около 150 туристических маршрутов. Это, в частности, связано с развитием горной местности. Также, по поручению главы региона, в районах, где есть туристические объекты, в администрациях будут созданы отделы по туризму. О новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева. Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. Власти Саудовской Аравии объявили, что паломники смогут посещать Мекку и Медину только после прививки от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны. В прошлом году из-за пандемии в паломничестве смогли принять участие только 10 тысяч человек, из которых 30% были гражданами Саудовской Аравии, а 70% проживающие в стране иностранцы. С ноября власти постепенно начали впускать в страну паломников не старше 50 лет при наличии отрицательного результата теста. В Новой Зеландии финалистом премии «Человек года» стал мусульманин. Он потерял супругу при теракте 2019 года в одной из мечетей Крайстчерча. Во время нападения жена Фарида Хусна была убита в мечети Аль-Нур. После трагедии Фарид простил нападавшего, написал книгу о своей жене и пожертвовал заработанные средства службе скорой медицинской помощи. В испанском городе Сан-Хавьер вандалы-исламофобы напали на мечеть Ас-Сафа. Злоумышленники оставили на стене святыни надпись «Смерть исламу». После этого подожгли баллончики с краской и бросили внутрь, что привело к нескольким взрывам и возгоранию. В результате пожара и взрыва повреждены окна и фасад здания. Пострадавших нет. Местные власти оказали поддержку мусульманам и осудили атаку вандалов, информирует Анадолу Агентс. Шотландскую лейбористскую партию возглавил пакистанец по происхождению, 37-летний Анас Сарвар. Он родился в Глазго в семье пакистанских мусульман. В 2010 году Анас решил оставить работу стоматолога и начал политическую карьеру. Молодой мусульманин сумел получить депутатское кресло, пойдя по стопам отца. Позже занимал пост зампреда шотландской лейбористской партии. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Чеченскую Республику приехали специалисты Министерства здравоохранения России. Делегацию возглавлял заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Вадим Тестов. Они приняли участие в совещании с министром здравоохранения Чеченской Республики Ильханом Сулеймановым и советником главы Чеченской Республики Адамом Шахидовым. На встрече обсудили вопросы текущей обстановки в республике, состояние ковид-центров и качество организации медицинской помощи населению в амбулаторных и стационарных условиях. Вадим Тестов подчеркнул, что вакцинация – единственный способ уберечь людей от тяжелых последствий коронавируса. Сегодня подчеркнули наши гости, эксперты Минздрава Российской Федерации именно по инфекционным заболеваниям. Вакцинация является действенным, значимым механизмом предотвращения этой третьей волны. Именно поэтому такое большое внимание уделялось и главой республики на вчерашнем совещании. И сегодня мы об этом говорили с участием муфтията, который представлял советник главы республики Адам Шахидов. Мы поговорили о том, что может сделать муфтият для того, чтобы внести свой вклад в вакцинацию тех 128 тысяч человек, которые у нас в возрасте 60 плюс 60 и выше. Работа будет проводиться уже на новом уровне, на новом, так скажем, качественном уровне прежде всего, и население все же прислушивается к здравому голосу. Заучивание священного Корана – одно из наиболее похвальных благодеяний, требующих колоссальных усилий и упорной работы. Именно хафизы, знающие книгу Аллаха наизусть, сохраняют слово Господа от искажений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшими из вас являются те, кто изучает и преподает Коран». А свидетельство пророка превыше и правдивее любой иной речи. В Чеченской Республике функционирует 7 школ хафизов. Они признаны самыми образцовыми в мире. Каждый день сотни ребят заучивают священный Коран наизусть. В одной из школ побывал наш корреспондент Абдулла Абатаев. Он узнал, как все выглядит изнутри.
عسى ربكم أن يرحمكم. Абу Салаху Абубакарову 14 лет. Несмотря на свой юный возраст, мальчик уже выучил Коран наизусть за 18 месяцев, хотя программа обучения рассчитана на 3 года. На вопрос, как ему это удалось, отвечает скромно. Строки из Корана слышны здесь по всем коридорам. Особенно красиво они звучат из уст этих ребят. Всего в Шалинской школе хафизов обучаются 100 детей. Занятия здесь начинаются в 8 утра. В день 9 уроков, каждый по 50 минут. Ребята изучают не только священное писание, но и арабский язык. Время обеда. Ребята собираются в столовой всем коллективом. Еда здесь всегда полезная и вкусная. После подкрепления муталимы расходятся по кабинетам. В перерывах между занятиями есть время для отдыха. Для досуга ребят обустроено несколько площадок. Сегодня они решили сыграть в футбол. Погода позволяет. Учебный день завершается в 5 вечера. Ребята поднимаются на 2-й этаж в свои комнаты. Здесь вместе они проводят большую часть времени. Родной дом видят только 2 дня в неделю. И то, если выполнили все задания. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Лучшими из вас являются те, кто изучают Коран и обучают ему других». На сегодняшний день в Чеченской Республике функционирует 7 школ хафизов. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Ислам Али Султанов. Неделя. Месяц Раджаб продолжает радовать приятными событиями. Радостной новостью для жителей села Бенаюрт стало открытие медресе при мечети. Учреждение названо в честь имама Шафии. Да будет доволен им Аллах. Сюжет нашего корреспондента. Новое медресе в селе Бенаюрт – долгожданное и радостное событие для всех местных жителей. Поздравить их приехал заместитель муфтия Арби Хабзиев. Традиционно мероприятие начинается с чтения мавлида. Далее гости вместе с имамом мечети осмотрели медресе. Большие помещения, мебель, комнаты для омовения. Здесь есть все необходимое. يرتع خلر اشتحجر يرتع خلره ديلير بركته ديلير قهية بو ديلير قهية مملك ادش متكر شوار ده المولا الدرجة هرغلقش ده نيس قوجر بازر هروي ماش اشته ساري المارش ولر ياشا تاق كوارتيرا وكيغل هو شنت اردوين ده اق شيء غدوق يحكنا اق ويا يشتل شمان ويا بيسيلر داش زين ظلم ويا عالش داش عشا ويا وجري بدال شو عالش бойло. Медресе рассчитано на 130 мест. Желающих обучаться много, поэтому сделали 3 смены. Медресе строили 1,5 года за счет пожертвований местных жителей. Здание двухэтажное. На первом будут обучаться девушки, а мужская часть расположится на втором. Группы также разделят на взрослые и детские. Принимают от 8 лет.
نغيلو درو يورتا دوشتوق علما قاعد لا بوع بيشم درتو خاد سخاديته لا الحمد لله دالت وندين ديك دوهره اشتوندل جوهر دوهر حجر تاع اخواتنا حيشي باكن هذا الياش دال مولها دال سيلا دوش قران ديش تجويد نيست ديش عامدر بيش لامز دوتشن هم عامدر اشتا ديوتش دولشتولش عربي متح دشنش دوزي ترى وتحت اقشوشت احيانا Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник за тех, кто его читал». Седа Бексултанова, Абдуллах Батаев, Азан Идрисов, Салман Усманов. Неделя. В Грозном прошел третий фестиваль Черемши «Хонгфест». Ежегодный праздник собрал на одной площади 32 тысячи человек. Это первое мероприятие такого масштаба после снятия всех коронавирусных ограничений. Каждый муниципальный район Чеченской Республики представил свои блюда с черемшой для конкурса «Самый гостеприимный район». Также прошел конкурс названия «Диказуда». С места события наш следующий сюжет. Черемша – уникальный продукт. Помимо того, что здесь содержится очень много витаминов, необходимых в весеннее время, не каждый продукт способен собрать вокруг себя такое количество людей. Ежегодный гастрономический фестиваль Черемши «Хонгфест» ждали жители республики и соседних регионов. Собралось действительно немало людей – 32 тысячи человек. Ни в России, ни в мире ничего подобного нету. Фестиваль Черемши когда-то проводился в Германии, но, к сожалению, там его перестали проводить. И эта традиция возобновилась в Чеченской Республике. Мне очень отрадно, что еще до пандемии мы успели провести его в 2019 году, в 2020 году. В этом году, как раз-таки после снятия всех ограничений, мы снова проводим его в Чеченской Республике. Тем самым традиция проведения ежегодного фестиваля Черемши не прекратилась. И отныне я надеюсь, что каждый год будет продолжаться. Черемша хоть и главное событие, но не единственное. Здесь можно найти выставку картин чеченских художников, попробовать чистейший мед и узнать старинную технику плетения ковра. Зайнаб Ильясова показывает ткацкий станок. Таким пользовалась ее прабабушка. Его по памяти собрал отец Зайнаб. Паласная техника и ковровая. Это смешанные техники уже авторские, старинная эскизиация, но сама технология старинная. Но главное внимание вокруг виновницы торжества. Прямо на площади черемшу готовят в больших количествах. Хватит на всех, говорят организаторы. А главное, абсолютно бесплатно. Фестиваль на отличном, как говорится, уровне проводится уже третий год. Люди довольны, мы довольны. Масочный режим снят. От этой черемши этот коронавирус будет бежать за 3-9 земель. Кроме местных жителей, здесь можно встретить многочисленных туристов из других регионов России, которые специально приехали на Хонгфест. Особенно много из соседних республик. Мне понравилось, в общем-то, все, потому что каждый район, он по-своему прекрасен, по-своему интересен. Их творчество, вот отношения друг к другу. Ну, в общем, мне понравилось все. Вот сейчас пробую. Это хот-дог вместе с черемшой. И чем, по-вашему, отличается от ну, просто здесь еще добавлена черемша. А по вкусу просто интересно, я еще не успела распробовать. Среди самых узнаваемых гостей фестиваля юный чеченский блогер Ханзала. Да, черемша мне тут очень понравилась. Я вам скажу, наивкуснейшая была. Я вам скажу. Что тебе понравилось? Кроме черемши, что ты еще посмотрел? Ну, кроме черемши, я еще шашлыки тут видел, очень даже шашлыки. Ты попробовал шашлыки? Ну, там просто черемшу попробовал, черемша, я вам скажу, была наивкуснейшей. Муниципальные районы приготовили большое количество блюд, все с добавлением черемши. Они борются за звание самого гостеприимного района, оценивают жюри международного уровня. Национальная кухня регионов России – это богатство страны. Такого разнообразия блюд нигде нет, ни в одной стране мира. Но черемша для меня была открытием, потому что я-то думал, что это огородное растение. Оказывается, она растет на склонах гор, начиная с февраля, поэтому и настолько вкусная. Для меня это открытие. Ну, понятно, все знать невозможно, я уже объездил весь мир, но сегодня я познакомился с новым блюдом,
и блюдами, которые мы будем вносить в наше меню в других регионах России. Посетив выставку каждого муниципалитета, эксперты вынесли свое решение. Третье место получил Урус-Мартановский район, второе – Очхой-Мартановский. Первое место и звание самого гостеприимного района присудили Курчалоевскому муниципальному району. Приз за лучшее блюдо с добавлением черемши получил Веденский район. Это заливной пирог из кукурузной муки. Нам удалось раздобыть рецепт у жительницы района Элины Музуровой, которая его и приготовила. Кефир, порции обычную, чай, сода, ахар, ханка. Но можно зеленью, можно и штанок. В этом ахар и турнир, ханк турнира. Наибольший интерес у посетителей вызвал конкурс Дикизуда. Он проводился среди 10 известных представительниц женской половины региона. Задание за 5 минут очистить больше черемши, чем другие. Победу одержала заслуженная артистка Чеченской Республики Зара Хайдарова. Она получила переходящий кубок фестиваля и путевку на двоих в Турцию. Я очень рада, что победила. Я переживала, потому что соперницы тоже молодцы. Я их хорошо знаю, поэтому я переживала. И удивлена, что смогла победить. У вас был какой-то секрет или своя техника? Да нет, я просто побыстрее чистила. А в следующем году будете защищать? Скорее всего, да. Мне понравилось. Кроме многочисленных конкурсов, посетители фестиваля смогли увидеть мастер-класс поварского искусства от президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева. А со сцены звучали музыкальные композиции от известных артистов республики. Шамиль Арсанбиев, Арби Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. Всего хорошего. До свидания.